Приветствую, друзья! Петр Цыпанин с вами, программа «Просто вкусно». И, как обычно, мы находимся в гастростудии ресторана «Мусхая уютной». Со мной, как обычно, Семен Тарбахов, шеф-повар местного ресторана. И к нам сегодня в гости пришел заместитель генерального директора компании «Сахамедиа» Сулстан Заболоцкий. Сулстан, приветствую, давно не виделись, как говорится. Познакомьтесь. Спасибо, что ты принял наше приглашение, причем так оперативно это получилось. Да, и учитывая то, что у нас кулинарное ток-шоу, с чем ты к нам сегодня пришел, что будем делать? Точнее, что будешь делать? Вот. Сегодня мы будем готовить самое быстрое, сытное блюдо. Это макароны с курицей с овощами. Ага. А почему выбор остановил именно на этом блюде? Есть какая-то история, может быть, или как? Нет, просто люблю макароны с курицей. Просто люблю. Любимое блюдо, либо это ты на котором руку просто набил? быстро делается и сытное, потом можно полдня ходить не кушая, короче. Вот так, да? Ага. Значит, покушать ты любишь? Ну, конечно. Да? Как все? Да. Ну что, потихоньку давай начнем. Ты, по-моему, мне говорил, где-то до полчаса плюс-минус надо. Да, где-то так. Да. Ага. С чего, как говорится, начнем? Так, давайте начнем сразу. Макароны положим в кастрюлю, начнем нарезать мясо, овощи и уже... И пойдем, да? Угу. Так, давайте я пока курицу подержу. Просто соломкой, да? Да, ну кубиком. Кубиком, да? Я морковь почищу. Морковь. Да. Султан, у нас традиционная такая рубрика, да? Вторая рубрика, так скажем так. Расскажи вот между делом о себе. Ну, то есть немножко визиточки, откуда родом, Да. где учился и все прочее. Мои родители, мать из Кобяйского улуса, из села Мукучи, отец из Усалданского улуса, деревня Кептани. И как бы все свое детство, все лето я обычно проводил у бабушки, у дедушки, в этих деревнях. Вот у меня То там, то там, да? Да, поэтому очень светлые воспоминания, поэтому я там давно не был уже, поэтому надо как-нибудь съездить. То есть практически ты деревенский, получается? Либо как? Ну, конечно, как бы, мы все же там, все оттуда, как бы так. Вот. И школа как? Да, потом закончил школу 23-ю, потом... В городе уже? Да, потом поступал на факультет иностранных языков, потом поступал в Новосибирский госуниверситет экономики и управления в нархоз, потом, потом все, потом образование как бы закончилось у меня. Так, это что куда положить? Так, а это мусор вот под тобой сразу, да, скидывать туда? Я раньше тоже работал ведущей телепередачи с одним очень знаменитым человеком. Коллеги практически? Да, коллеги практически. Да, потом молодежная передача была, это была в 2007 или 2006, много лет назад. Поэтому опыт быть ведущим телепередачи у меня тоже есть. Как и у да, вас. то есть, как говорится, камеры не боишься? Да. Ну, сейчас, по-моему, уже никто не боится, да? Да, Раньше конечно, у всех телефоны. У всех телефоны, все уже снимают, все это, да, мы как раз тоже такой момент обсуждали с разными гостями. Это уже, скажем так, веление времени. А раньше же это было по-другому. Как ты вообще туда попал? Да не знаю, мы творческими ребятами были, поэтому судьба. Решили там передачу снимать. Получалось потом. Потом все-таки все начали заниматься ребята уже своими делами, кто на работу там куда-то. Вот, поэтому сейчас уже как бы... Не до передачи. Ну да, сейчас уже более другие задачи стоят. Вот. В свое время я тоже работал в правоохранительных органах. То есть где только не работал, получается? Ну да, конечно, много где. Потом после органов еще и работал тоже на крестьянском рынке управляющим в АО «Айсара». Тоже очень такая работа, которая требует большой организации, общения с людьми, поэтому как бы так тоже целый рынок, ухо востро, конечно. Постоянно надо быть, поэтому такая вот ситуация. Вот. А нынешняя работа, вкратце, если рассказать, что собой Да, представляет? в Сахамедиа у нас есть редакции, это есть я, это Сахасыря газета Якутия, Якутия Дейли. Еще важный аспект, это мы уделяем очень серьезное внимание на соцсети. У нас есть своя служба СММ. Вот непосредственно одно из моих направлений это служба СММ. Так, у нас сейчас есть определенные
ну, не то что трудности, да, там определенные запреты на некоторые соцсети, поэтому Ну да, да. нам пришлось перетрансформироваться, поэтому как бы, так и работаем. Мгм. Веление времени, получается, Да, соцсети. Потому что, ну, действительно, телек смотрят, уже смотрибельность падает, Мгм. газеты меньше читают, радио меньше слушают, люди уже в основном Да, все а в смартфонах. А в Да. соцсетях сейчас все находятся, Ага. особенно там через мобильное устройство, М. поэтому тоже надо подстраиваться там, если делать какие-то такие новости, чтобы они были максимально удобными, Ага. оперативными, достоверными. Доступными, да? Мгм. М. Так, Антон, можешь, пожалуйста, соль передать? Соль передать? Так, соль у нас вот. Перчик может сразу? Или не? А, перец, наверное, не надо. Мы что-то забыли перемешать немножко вначале. Не, нормально все. Масло не надо добавлять? Вот. Тима, не надо, да? Так, соль. Обычный рацион питания. Как выглядит? Ага, дома. Дома, ну, я дома редко готовлю, жена готовит в основном, Мгм. поэтому, ну, не в основном, всегда. как бы. М. Да, я с работы прихожу, ужин готов, там, кушаем туда-сюда. Ну, обедать я пытаюсь тоже дома, конечно, но не всегда там, успевается, поэтому... А следишь же за тем, что кушаешь? Ну, сейчас же вообще тенденция идет такая. Многие уже Да. зашорены на том, что правильное питание, да, Да. вот это нельзя, вот этого поменьше бы, и все Я прочее. вообще не слежу. Да? Ну, что есть, то и кушаю. Ага. Слушай, а про командировку твою, как ты там оказался? Вот ты же совсем недавно с ДНР приехал, да? Да. Донецкой Народной Республики. Ага. Ну, по указу нашего президента Владимира Владимировича Путина по шефской помощи городам ДНР наша республика стала шефом города Кировска. Это Мгм. тыловой город, за Донецком находится, около Мгм. 40, там, 40 с чем-то километров. Мгм. Вот. И по распоряжению нашего главы Арсения Сергеевича Николаева я был включен в группу, которая непосредственно направилась в Донецкую Народную Республику. В группе были специалисты уже с опытом, там, либо правоохранительным органам, ну, все практически служили. Мгм. Ну и тем более, ну, в общем, поехали мы туда весной, в мае, кажется, ну да, в мае, получается, и вот, получается, вот в октябре вот приехали. Дорога была дальняя, короче, да, как бы Москва, Ростов, там, потом через границу переход. Мгм. Мы получили сразу инструктаж в Донецке. Нас встретил глава Сергей Владимирович. Республики, глава республики, да? Нет, не республики, глава города Кировска. Кировска, Ага. ага. Да. Ну и все, потом мы поехали. Ну, город такой очень... Ай-яй-яй. Город очень красивый. Ага. Ам, А группа большая? Нет, нас было около 10 человек. 10. 10, да. Ага. Город красивый сам, да, там Ага. зелени, там насаждений много, саженцев. Но очень... В общем, Украина там ничего не делала с 90-х годов, там, поэтому там все осталось как Советского Союза. Все как будто старое, да? Да. Ага. Вот. Поэтому наша задача была сначала обследовать все, произвести расчеты. Ну и, соответственно, потом к нам потянулась наша подмога, наши друзья, это специалисты из ГУП ЖКХ. И вот это вот начали уже отрабатывать. Хочу сказать про ребят, большие профессионалы, молодцы вообще там. Очень гордо было смотреть, когда с разных городов приезжают другие специалисты по объектам ЖКХ. И спрашивают, ну, советуются там, ну прямо. Даже так, да? Да, Ага. прямо. За якутян прямо гордость. Овощи потом сюда. Да. Сейчас закинем, да? Перец? Ага, по идее, надо было сейчас овощи закинуть. Да, сейчас закинем. В чем еще заключалась ваша деятельность? Да, в общем, наша деятельность заключалась в том, чтобы участвовать в ремонтно-восстановительных работах. Непосредственно мы там работали на объектах ЖКХ самих, на жилом фонде.
Также участвовали в ремонтно-восстановительных работах на социальных объектах. Я могу перечисливать, да, все объекты, по идее, но это долго, наверное, будет? Или... Да, Ну, в общем, скажу, в основном, да, да. всего на 22 год был намечен 31 объект для восстановления. Из них в данное время сейчас 29 восстановлено. До 1 ноября, я думаю, уже все 31 объект уже будут уже завершены. Ну, это социальные объекты и все прочее. Да, конечно, Да. там замена кровли на больнице, на котельной номер 1, на домах, на жилых, да. Там усложняется все тем, что в 2015 году там были очень сильные обстрелы артиллерийские. Ну, Украинская армия обстреливала город, и там, в общем, есть поврежденные дома, там, от обстрелов. И там есть такой адрес, Донецкая, 4. В этот дом артиллерийский снаряд попал 3 раза, а в одну квартиру он попал 2 раза, короче. Вот вообще ну, то как-то... есть люди, Да. скажем так, отошли от нормальной жизни. Ну. Да, ну, Да. слава богу, там никто не пострадал, поэтому... Но здание само, конечно, очень сильно повреждено. Вот, и наша группа там восстанавливала целый подъезд, там все 16 квартир, поэтому... Ну и вообще все местные жители, да, вот то, что якутяне приехали помогать, восстанавливать, очень тепло относились к нам, очень прямо... Ну, конечно, вы пришли помогать. Ну, скажем конечно, так. да. Ну. Вот. Еще для нас тоже немножко непривычно, они нас называют россияне, короче. Вот, там говорят, вот ваши земляки приехали, там, я думал, ну, с Якутии кто-то, вон парни с Нижнего Новгорода, да, точно. Да. Ну да, ну, Наши конечно, земляки да. точно, да. Да, там тоже хорошие специалисты, да, с Нижнего Новгорода тоже. Ну, то есть много, получается, да, было компаний, которые, да, Да, конечно, с, ну, с непосредственно- разных регионов, скажем так. Да, из Дальнего Востока, вот, допустим, из Бурятии, из Сахалина, с Амурской области, там каждый, вот, получается, регион взял шефство над городом. Да. И, получается, восстанавливали районы, города, как бы так. Ты вернулся же совсем недавно. Да, получается, Аккуратно. короче, на прошлой неделе. Нужно? Сколько? Да, 8 октября. 8 октября. Мгм. С мая. Да, с мая. Довольно долго, да. Слушай, вот такой серьезный вопрос, это, конечно, да, вопрос каждого человека, да, ну, собственного решения. Все-таки это же зона боевых действий, да. Ну, Мгм. наверняка это страшно. Ну, ну, конечно, страшно, да. Да. Это, Город, у нас спецоперация город идет, под обстрелом, а да, вот, все прочее, да. Ну, то есть, а вот когда у ты них это соглашался война. на это, ну, внутри что ты чувствовал? Ну, конечно, это неспокойно. Тем более, вот мы еще в апреле ездили по доставке гуманитарной помощи вместе с постспецством, вот с Федотом Андреем Сандоминовичем доставляли гуманитарный груз в город Волноваха. А Волноваха это, ну, в общем, к северу от Мариуполя получается. И там оборонялись азовцы. Азов, они там отчаянно сопротивлялись. Город был очень сильно разрушен. И, получается, они отошли в Мариуполь, отступали, и потом только наши войска зашли в город. И вот мы там были практически вот уже, ну, после их отступления там. Нам такие вещи рассказывали местные жители. Это просто ужас вообще. Ну, наверное, на камеру нельзя такие вещи говорить. Что они делали там с пациентами, там, с больницей, что сделали. Прямо. Насколько я знаю, сейчас эту больницу, которая была в Волновахе, ее сейчас снесли, и, по-моему, заново ее отстраивают, что ли, новую. Я подробности не давался. Вот, поэтому очень было больно смотреть, ну, сложно это все воспринимать, как бы, да. Поэтому, ну и, конечно, да, и понимаешь, что непосредственно в городе Кировское, хоть и тыловой город, да, как бы там нету перестрелок, там артиллерия там не стреляет, там люди ходят на работу, дети там гуляют. И Ну, то есть город постепенно возвращается к мирной жизни, скажем Нет, так. он когда как бы уже вернулся к мирной жизни, да, просто там все равно как бы авиация летает, там ракеты летают, ну там не так, как Ну да, Берлине, так скажем. ну, Всё да, равно не, там- не то, что как здесь, да, я просто по себе представляю, ну, мне было бы очень страшно, например. Ну, все равно это надо понимать, там, это не передовая, там передовая, ну, как бы она, по нашим понятиям, она близко находится, да, там, в 30 километрах, что ли, там, Ну вот, да, ну, возле Городовки, да. Ну, а там считается, ну, как бы далековато, как бы. И все, что на фронте происходит, все эти там звуки, там, я не знаю, там артиллерия работает или что там, это все равно слышно, конечно, все-таки 30 километров. Вот.
Вот. Но все равно город мирный, очень добрые люди, красивый город. Я думаю, вот у нас программа рассчитана на 3 года, Макароны передай, пожалуйста. поэтому я думаю, за 3 года все объекты будут восстановлены. И у Донбасса будет мирное небо над головой. Ну, тем более он уже наш. Тем более. Да, а как прошел референдум? Что? Референдум. Референдум, да. Да. В общем, референдум прошел с 24 по 27 число. А, Мы тоже, если честно, ну вот, когда вот сидели в квартире, да, к нам тоже постучались. А мы, получается, из нашей группы кто-то жил в гостинице, кто-то жил в загородном доме, кто-то жил в квартирах. Вот. Так получилось, что мы вот с друзьями были в квартире, и там тоже постучались, ну, сотрудники администрации тоже. Они думали, что здесь проживают ну, местные жители, чтобы проголосовать, потому что они ну, с 24 по 26, получается, голосовали, ну, сами ходили по квартирам, чтобы сразу проголосовать. Как бы, те, кто не может, допустим, да, там, Ну да. выходной, поэтому, Разные слои населения. Да, скажем так. ага. Ага. поэтому там тоже зашли и мы спросили, ну если можно, мы тоже можем проголосовать. Да. Ну нам сказали, что нет, ни в Не, коем ну, случае конечно, да, в нельзя, списках- конечно. списках- Да, там списков списки, нет. все есть, очень Ага. строго. Вот, поэтому, ну, люди 27 числа там уже устроили некие такие массовые гуляния, тоже там у всех приподнято настроение. Вот, очень было приятно видеть, там все очень долго ждали этого, что наконец-то мы будем вместе с Россией. И нам это тоже приятно видеть вообще. Да. Потом к нам еще, ну, тоже люди подходят там. Все, мы теперь будем с нами земляками там, туда-сюда. Ну, прям этот. Да. А есть там еще Ложка. лопатка? Помидор сейчас положим. Да. Да-да. Ложка. Нет, лопатка розовая. А, Не щипцы, розовая. а лопатка. А это чипсы. Простите, пожалуйста. Вот, и на фоне этого, да, вот, как мое мнение, все-таки Россия пришла в город Кировское, Россия там навсегда, показывает, что мы восстанавливаем объекты, мы помогаем жителям, да, ну и Республики ДНР в целом. И все-таки мне кажется, что такую очень высокую, ну, очень высокий процент, да, 99,5% дал город Кировское за присоединение к Российской Федерации. От населения там 25 тысяч человек где-то, и практически все ну, написали, подписали. Ну, практически да? 100%. Да, практически 100%. Это вообще очень... Вот. Поэтому, я думаю, люди все-таки поверили. И все-таки сейчас люди ждут, сейчас ждут перемен, сейчас ждут изменения жизни. Ну, по крайней лучшей мере, стороны. защиты. Ну, конечно, конечно. Да. конечно. Точнее, в первую очередь защиты. Да, конечно. В первую очередь защиты и уже нормальной жизни уже Да. впереди. Очень много плакатов, Россия здесь навсегда, поэтому в этом ну, ни у кого не вызывает никаких сомнений. Поэтому Ну да, когда было бы чуть-чуть, допустим, да, ну до 60%, все это все равно победа в референдуме, но тем не менее, когда Да. много сомневающихся, могут быть всякие, ну, не знаю, там, ну, разные акции могут происходить, да. Ну, А слава население в богу, основном кто? Русские доставляют, да, получается? нет, кстати, половина украинцы и половина ну, русские, получается. Поэтому там 49, там 51, что ли, процент. Такое, в общем. Вот так. Ну, то есть Просто люди... сборная. Да. Ну, вот почему я так уверенно говорю, да, просто люди помнят 2015-2014 года, когда вот армия Украины подошла, начала обстреливать, и все люди были шокированы, как бы. Ну, конечно, поэтому сразу все понимают, что надо быть вместе с Россией. Ну, лучше этого не повторять, типа. Конечно, конечно. Да, ну, давай от серьезных вопросов, да, мне сейчас стою, вопросы задаю, там уже мурашки, короче, идут, да, тяжело об этом говорить, это очень серьезные вопросы. Но у нас все-таки передача с уклоном на кулинарию, Кулинарию. да. А что там кушает? Наверняка так борщ каждый день кушал, да, или как? Ой, У нас да. ассоциация же такая же, Украина, ну, хохлы, что, борщ, да, Тряпку. национальное блюдо. Да, там борщ, конечно, там во всех заведениях делают, все тоже делают, поэтому борщ, конечно, везде как бы кушали. Но там в основном кушают из мясных это курица и свинина. Вот. Поэтому в основном во всех супах, там, во вторых там, салатах всегда была ну, свинина и курица. Вот еще такое заметил, да, вот то, что вот, ну, когда вот с местными общаешься, да, там
Никто из них не кушает сало почему-то. Мы предлагаем сало, что-то Ну, не соглашается, что-то, не а, знаю. да? Странно. Ну, а как, тоже же это, ну, стереотип сидит, да? Да, ну, Да. что-то, не знаю, что-то. Украина это сало, ну что. Ну, Ну. вот, поэтому очень соскучился по говядине. Да, да, да. Да, потому что говядины По жеребятине практически наверняка. нет, по жеребятине тем более. Вот. Я вот, ну, такой тоже смешной случай, когда они вот тоже начали гуглить, да, кто мы такие, там, с Якутии, что мы едим, там. Вот, в общем, и они думают, что мы лучше кушаем лошадей, там, коней. Мы долго им объясняли, то, что мы коней вообще не едим, там. Это, ну, это же казахи едят коней же, да, а мы-то, как бы, мы-то едим их детей, как бы, жеребят. Мгм. Вот, они потом, как бы, кому я рассказывал, вот, ребятам, там, как вы можете кушать жеребят, они же маленькие. Ага. Вот, ну, что поделать, это Да, ну, национальное блюдо такое, национальное поэтому, блюдо, тем более да. оно очень вкусное, как можно отказаться? Ага. Вот, и поэтому по приезду я вот жене сразу сказал, приготовь, пожалуйста, просто сковородки, просто сковородку с луком, с говядиной, там, ну и жеребятину тоже. М. Вот она приготовила, я сразу съел, и ну, потом живот болел, конечно, Да, да, да. Как во время осеннего забоя. Да. На следующий день обязательно, да. Ну, без Да. этого никак. Ну, Ну, то есть в общем, это, вот это тоже народная забава своего Ну. рода, да. Что делать? Отвык, как бы, поэтому Ага. как бы такая тема. Да, животу нужно привыкать. Ага. А что еще рацион питания? Ну, тут сказал, курица и свинина да, составляют. Да, ну как бы, как у всех там, кстати, там есть этот, они картофельное пюре очень смешно называют. Я спрашиваю, что есть на второе, есть отбивная курица с толченкой, ну, у меня сразу отсадят, что-то толчок, что-то там. Толченка, это, кажется, картошка, ну, Пюре. картофельное пюре, короче. А, да. Толчат ее. Ну, это толченка, называют, толченка. да. А, Да. ну, свой сленг свой. Да, да. там вообще очень, там много сленгов, которые мы не знали. А, Допустим, ланч, который с собой берешь, да, это не ланч, там не, ну, ее барта. ага, да, да, да. Это называется тормозок. В общем. Тормозок. Тормозок. Ну, я это про это знаю. А, да? Немножко тормозок. Контейнер это не контейнер, а судочек. Судочек. Да, там. А. Вам в судочек положить? Мне тоже не надо, там в пакет положили еду, короче, контейнер есть, там, ну, там объяснялся. Ну, потом сразу А, понял. ну, в первые дни наверняка. Да, да, конечно. А, ну, то есть, получается, вы это вот в общепите кушали, да? Или как? Да, ну в основном в общепите, потому что там цены недорогие, в принципе, и вкусно готовят. Мгм. То есть, там, ну, Ну, выбора. жилье вам предоставляли, но вот... Соевый. Жилье, ну, Соли? Соевый. А, соевый? Большой бутыль. Большой. Ага. да, конечно, жилье нам всем нашли, вот там предложили варианты, и вот там, ну, как кому там поудобнее, там, поэтому Да. кто где засидится. То гостиница, то квартира, да? Да, да, да. Но все равно, конечно, это там, очень сильный контроль, там, наша служба безопасности тоже это все контролировала, как, где там. Все-таки это место, где военное положение, и поэтому там есть комендантский час, Мгм. который вот с 11 часов там Ну, никого не должно нужно быть. соблюдать, да. Да. Строгие порядки, да, Мгм. конечно. Магазины там работают с утра до, ну, до вечера, короче, как бы, да, там. Но рынки, допустим, с утра до обеда вообще. М. И все. Да, там с 7 до, ну, до обеда, в общем. Мгм. С 7, да. А, Это ну- обусловливается тем, что рынок это же открытая местность. Ага. Там не допускают скопления Большие массового людей, скопления, да, ну, на это есть мораторий, поэтому стараются ограничивать. И это тоже самое объясняется, там, почему нету там, ну, на митингах, каких-то там, на праздничных памятных мероприятиях каких-то, да, то есть, или памятных, там тоже много народу не собирается, как бы там. Мгм. Главное, ну, собрались, как бы, да, там, небольшой группой, как бы, ну, и потом все, надо расходиться. Мгм. Опасность такая есть, как бы. Ну, да. Ну, свои, скажем так, порядки, да, которые... Да, конечно, это Нужно- все нужно соблюдать. написано кровью, да. Вот в Донецке, когда вот тоже там спровоцировали, получается, собрали людей на Мгм. площади, насколько я помню, и туда направили ракету. И там было очень много погибших. Ну, со стороны Украины прилетела ракета, и там было очень много погибших, пострадавших, поэтому сейчас народ не собирается вообще. Мгм. Ну, то есть, все-таки 30 километров, ну, что-то Да, конечно, близко, да. Ага. Вот. Да уж. Да уж, да. У нас что-то как-то это... Что-то очень- да, очень, что-то- очень серьезная передача. Немножко жутин. Да, жути, конечно, да. Ну, это правда. Но это да, уже что делать, да. реалии, Да, получается. это реалии с непосредственно человек, который там был. Ну да, как бы там сильно смеяться там. Ну, не да, 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 посмеешься. нет, ну тут это очень все серьезно.
Ну, давайте так, что я не говорили? тоже задам вопрос, чуть-чуть отвлечемся. Да, Вот, давай. получается, ты рассказал, что как ехал сюда сразу жене, супруге, Мгм. написал или позвонил, получается, что местного поел, да? А сам вообще к местной кухне как относишься? Очень позитивно, очень хорошо отношусь. Моя- Самое что по постаментам у тебя стоит? Ну, чир копченый. Чир Да. Кстати, когда мы там были, мы заказывали тоже вот, ну, те, кто приезжает, да, с республики, мы заказывали ящик там, и там же ребятина, там говядина, там нам ребята, ну, отправляют рыбу, получается, М. там собираемся, все режем, ну, что вы такая, вы там, М. такие позитивные Да, воспоминания. да, вообще, нет, ну, да. как бы родина сразу вспоминается, потому Как что говорится, это аж да. тепло на душе становится, да? Но, через питание же всегда, да, через Мгм. народную кухню свою. Конечно, мы привыкли то, что кушать, вряд ли нас можно изменить. ну да, конечно. Да, да, да. То есть Поэтому- без якутское мясо, без якутской рыбы, которая самая вкусная в мире. Да, 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 да. Блин, это вообще никак уже, да? Ну, а там рыба как бы, там тоже рыба есть, да, но Ага. там в основном из Ну, что-то другое. ставков, да. М. Они там, ну, как бы копчености больше тоже, да. Вот наша рыба, конечно, очень сильно скучал по ней, ну, как бы это очень, короче, такие Что бы были ни вы позитивные. говорили везде, но у нас самая вкусная рыба. Я вот всегда все этом говорю, ну, то есть даже знаменитый байкальский омуль, ну, как говорится, при всем Там уважении. Так, и лежит имбирь, можешь передать, пожалуйста? имбирь? Да. А, все, он есть. Кстати, омуль тоже очень вкусный, мы его Да. тоже кушали там. Ага. Да, у нас- Можно я ага. У нас вот тоже- Охотятся, рыбатят они? Нет, охотиться там нельзя же. А, ща- ну, по крайней мере, сейчас. Да, там мораторий тоже. Ага. Ну, рыбачить можно, конечно, они на ставках рыбачат, поэтому ставок это озеро. Озеро называют так. А, Я же ставок. говорю, да. это- Да, да, ты уже сам по-другому уже начал Ну. говорить. Ага. Получается, да, такое озеро, и там тоже удочкой рыбачат, либо М. на спиннинг там. Но мы ни разу не рыбачили, потому что, ну, и времени не было как-то. И Ну да, что что-то- вы приехали работать, что но- не отдых. А так мне Не отпуск. ребята, вот разнорабочие тоже фотографии показывали, вот на этом ставке карасей поймали, там, М. 10 так-то поймали, короче. М. Карп, плотва наверняка возится. Ну да, ага, там Мгм. какие-то незнакомые мне рыбы там есть. М. Слушай, вот немножко коснулись охоты и рыбалки, да. А Мгм. ты сам как? Ну, конечно, деревенский наверняка, да? Не, ну, конечно, я очень люблю охотиться, Ага. там, ну, и на копытных там. Я когда вот тоже мы там рассказываем, то, что мы, якутяне, все охотники, там, у нас Мгм. очень много ружей. У меня у самого 4 ружья, в общем, поэтому... М. И гладкий, и нарез, да? Да, и гладкий нарез там, Мгм. поэтому вот и утиную охоту тоже очень люблю. К сожалению, мы вот как весной уехали, не побывали ни на весенней охоте, да, там, вот сейчас на осеннюю, не знаю, там, наверное, уже не получится. Ну, и лицензии уже нету. Да, ну как Да, бы потому что уже что-то- сразу на работу выходить, поэтому Ага. да, лицухи мы такие не взяли, поэтому придется готовиться к следующему сезону. Вот, Мгм. поэтому, конечно, скучаю, конечно, но что поделать. Ну да, реалии жизни, да. А слушай, а охота или рыбалка? Ну, что предпочтешь? Охота, конечно. Охота, да? Ну, А, да, ну то есть ты по рыбалке не Э, сильно. Ну нет, как бы. Ну, у меня есть друзья, которые очень любят подледную рыбалку. А, Они прям фанаты там. ага. Кучу денег тратят там на какие-то супер палатки, там, Мгм. электробуры, там. На, Ну, на снаряжение, в общем, да. да, ну как бы этот, ну и улов там как бы несоизмеримый там. Ну, конечно, да. Чуть-чуть Одна- половили, короче. Одна рыба получается очень дорогой. Да, вот так, да. Как это в мемах пишут, да? Ну. Да, 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 да. Вот, Ну, а ну, больше процесс там, да. всё дело. Мгм. И поэтому вот как бы мы когда с компанией собираемся на утиную охоту, весеннюю особенно там, ну и азарт там есть, М. ну и утка вкусная. Ну да. Не, ну весной же вообще это же целый процесс. Я, Да, например, да. к охоте готовлюсь где-то за 3-4 месяца. Мгм. Покупка патрона, покупка новых сапог, покупка там чего-то, потом говорит, вот это появилось, новые чучела и Мгм. все прочее. Ну это вот как это своя, как это колея, это у нас в якутов в крови сидит и все. Мгм. Да. Так, давайте немножко подрежем зелени, Так. укропчика. Петр, передай. Петрушки, Ну, укропа? без разницы. А вот того и другого давай. Давай. Это все порезать, да? Чуть-чуть, наверное, да. Обычно же как, якут Так, траву не ест. Ты Ну, можешь да. мне Ты передать ложку и тарелки. Ну я траву не ем, но мы же обычно потом в июне идем все за луком же. А, чучунах. Ага, И поэтому. тарелки. Да. Так. Не, я в последнее время начал кушать. Ну, говорят, полезно. Мгм. Это Особенно можно с убрать. мясом. Достаточно. Это Можно можно. чуть-чуть вот это подрезать еще. Мгм. Значит, аккуратно, это нож очень острый у Семена. Мгм. Семен нам сейчас сделать красивую сервировку. Ну и будем пробовать, ставить, разговаривать.
все, класс. А имбирь, Семен, ты куда добавил? Мясо? В мясо? Чуть-чуть, да? Да. А для чего это делается? Вот, Ну, вообще, как бы, имбирь, чеснок, они подходят друг к другу. Ну, ты сейчас увидишь, короче. Как получилось, да? Да. Ну, я кушал, но что-то это... Сейчас чуть-чуть Ну, чуть-чуть проглядел. Им главное не переборщить. Ага. Это то же самое, как с чесноком, если бывает. А, Совсем много добавить, совсем чесночный получается. мгм. Сыр. Да, Он уже растает сейчас, да? Ага. Сейчас будет таять. Расплавится. Так, это можно убрать. Так, это уже не Ну, надо. и немножко по соседству выложим нашу курицу. Сусана, есть любимое блюдо у тебя, которое ты можешь каждый день кушать? Да, мясо с перцем. Ну, то есть, имеется в виду лосятина с этим, Дичь. да, с болгарским перцем. Болгарским именно, ну, не, который мы сейчас Да, добавляли, да? Поэтому, Да? А почему именно? Да не знаю, как-то вкусно как-то. Поэтому тоже часто прошу, чтобы чисто мясо с луком, мясо с перцем, там, как-то так, с чесноком. Да? Ну, Ага. просто так, без гарнира, без ничего. Особенно, когда соскучишься, конечно, ну, по такой еде, поэтому можно хоть сколько кушать. Вот я говорю, это блюдо очень быстро, ну, как бы за счет макарон тоже очень быстро наедаешься, Ага. курица сама очень быстро готовится. Длинные углеводы. Да, и Правильно поэтому сильно можно не время на готовку не тратить, быстренько приготовил и дальше побежал. Мгм. Ну вот, собственно, так и получилось. Мне кажется, Семен еще быстрее справится, чем, Да. чем ты планировал, да? Ну вот шеф-повар сразу видно, поэтому. Да, сейчас крупно снимут. Так, ребята, всем нам... Вилочки же, наверное. Да. Вилочки. Одна мне. Сняли? Да, все, сняли. Ну что? Спасибо. Мгм. Как говорится, приятного аппетита нам. Да, приятного аппетита. Давайте попробуем, что получилось. Как раз передача выходит вечером, но как раз обед, да? Четко, ага. Четко. Так и должно было быть. Очень вкусно здесь. Мы тут обычно говорим просто вкусно. Просто вкусно. Прикольный соус, да? Вместо соевых соусов вот добавили же. Да, соевый соус. И вот, да, в конце, да, вот эта остринка, да, чувствуется. Вот это имбиря, по-моему. И чеснока. Ну, такая золотая середина, немного. Мгм. Ну что ж, у меня времени немножко еще осталось. Вот такой, у меня есть вопросы, блиц, скажем так, да? Слушай, люди же бывают разные, да? Вот высоты твоего опыта, скажем так, ты хозяин своей судьбы, Да, конечно. а? Конечно. Ну, то есть то, что ты делаешь, это все осознанно. Иногда же бывает так, что, ну, в моем случае, я вот случайно стал телеведущим, да, но какие-то такие предложения пришли, сам того не ожидая, такой, давай, типа, Нет, ты сам делаешь свою судьбу, ты сам хозяин своей жизни. И так как ты запланировал, так и должно быть. Поэтому, если ты идешь вперед, значит, ты должен идти вперед, без всяких сомнений. И, конечно, никто же не будет твоим хозяином, только ты ну должен да, быть нет, своим ну, хозяином. допустим, хорошо, тогда по-другому там задам вопрос, да. Мгм. Способен на спонтанные поступки? Нет, не способен. Не способен. Ну, то есть у тебя вообще так все консервативно, прямолинейно, Да, но да, по плану. если только в экстремальных ситуациях, конечно, ну да, да, нет, но там не, уже, конечно, но не да. в каких-то там Мгм. жизненных там. Все должно быть запланировано, и все должно быть по плану. Мгм. Мечты, планы на будущее тогда? Или вот так? Обычно же говорят, расскажи Богу о своих Да, я планах. лучше пока не буду говорить. Ага, да, ну да. Тем более, что те люди, которые планируют, обычно планами не делятся. Ну, не Мгм. суть тогда. Как ты себя пишешь? Себя? Может быть, одним словом, да. Может, какой-то жизненный девиз свой есть. Надо быть хорошим, надежным человеком, порядочным. Как бы так. Как-то все сильно серьезно говорю, да? Да, сильно серьезно, да. Ну, ничего страшного, да. А лучшая черта твоего характера, на твой взгляд? Лучшая черта моего характера. Блин, даже не
знаю, это, по идее, не мне даже задать такой вопрос. Люди должны говорить. Я понял, это скромность. Ну да. Слушай, Да. а есть человек, которым ты восхищаешься? Ну, либо в детстве было, из детства, Да, когда да, идет, конечно. на кого ты там равнялся Да. тогда? Ну, это мои родители, конечно, Мгм. мой отец, моя мама. Вот, поэтому я им очень благодарен, то, что вообще все так происходит, как сейчас. М. Вот, поэтому я ими восхищаюсь, реально. Ну, правильный фундамент, значит, сына заложили. Ну, И хорошо видимо, да. воспитали сына. Видимо, так и есть. Настоящего достойного патриота своей родины, да, получается? Как к юмору относишься? Позитивно, с юмором. Да? Поэтому, да, конечно, бывают такие ситуации, да, Ага. где юмор необходим. Прямо, ну, немножко как-то все грузится, как-то все идет как-то не так. В общем, все негатив, негатив, негатив. Но Мгм. позитив везде должен быть. Ну, что-то хорошее должно быть по-любому. Мгм. А юмор это Ну, же... то есть вычленить, и посмотреть даже в этом, такой вроде, Да, казалось сквозь бы, призму такой юмора всё равно надо, стрёмной да. ситуации что-то такое, да? Да, да, да. Но врачи вообще без юмора не могут. У них всегда же тяжело, там, тяжело больные, все прочие, у них свой юмор, да? Ну, да, у них... Да, солдатский свой юмор всегда Да, да, есть, да, да, такие да. вот такие. В другой как бы, сфере у них, А? в другой сфере как-то проявляется, скорее всего. Да, да, да. Ну, вот это именно стезя юмора. Поэтому я к этому очень позитивно отношусь. И М. поэтому, если бы не было юмора, конечно, все люди ходили бы загруженные, там, М. все. Ну, конечно, не надо с этим перебарщивать, естественно. Ну, да. Надо все, как вот правильно сказали, нужна золотая середина. К месту и времени. Да, да, конечно. Мгм. А. А любишь подкалывать людей? Что-то я все о юморе, да. Ну, немножко Да. так добавить тоже позитива, скажем так, Да да? нет, я как-то что-то Ага. давно никого не подкалывал. Как бы. Ага. Ну, на 1 апреля, там, я не знаю, там. 1 апреля. Ну, ну, условно, я имею в виду. Ну, Подшутить над друзьями, или там что-нибудь такой прикол сделать. ну, давно такого не было, по-моему. Да? Раньше-то, конечно, сейчас что-то уже Мгм. так, подколы, что-то, ну, не очень. Сейчас какой-то жесткий вопрос, наверное, будет, да? Какой-то Щас- жесткий вопрос будет. Аж паузу Петр взял. Готовится, да. Я уже понял, просто у меня некоторые есть вопросы, которые, да. Вот я вижу, что ты доволен своей жизнью. Да? Да, конечно. Да. Ну, конечно, доволен. Что, руки, ноги есть, голова есть, семья, дети есть, родители. Конечно. У нас, как бы это ни звучало, да, но все-таки наше руководство, да, вот нашей страны, оно все делает для того, чтобы наши граждане были довольны своей жизнью. Мгм. Вот. Я бы сейчас мог бы очень много перечислять, да, сравнения, допустим, вот, ну, как в ДНР, допустим, да, там, и Мгм. как здесь там, ну, минимум я одно, допустим, скажу, там, проблемы с водой, допустим, да, там, 3 часа в день вода идет, а в других городах вообще раз в 3 дня идет вода, а у нас с этим проблем нету. И мы на это не обращаем внимания. У нас само Да, собой да, да, разумеется да, и все да. прочее, да. Я тут сюда приехал, тут вообще, ну, как бы давно не был, и Рай, смотрю, там, кайф. вообще, мы прекрасно живем, вообще, грех жаловаться вообще. Да. Ничего не надо, как будто, да? Да, поэтому все равно вот есть определенные вопросы, да, конечно, надо их решать. Мгм. Это касаемо, вот я говорю, по спецоперации. Но я еще раз повторюсь, вот руководство нашей страны делает все для того, чтобы наши граждане жили нормально, в достатке, ни в чем не нуждались. Вот поэтому надо, ну, я не знаю, но я всем доволен, как бы, все нормально. Слушай, ну вот, возвращаясь к твоей поездке, да, все-таки командировка, это такой, в первую очередь, я готов говорить, что вот восхищаюсь такими людьми, которые, как бы не пафосно это ни звучало, приняли такое решение и помогают нашей братской республике, которая уже наша, да, республика, в состав России вошла. Но, может быть, немножко несерьезный вопрос, да, что тебя удивило там в первую очередь, да, может быть, что-то природа, люди, ну, Да, ну, если да, по природе... в сравнении. Да, если взять сравнение по природе, то, ну, во-первых, там очень тепло, жарко, 35 градусов. Это, ну, как бы мы там здесь привыкли, у нас тоже здесь плюс Ну да, 35 градусов. бывает. Да, но только в июне. А в июле, в августе уже там все, ну, температура падает. А там, в общем, температура вообще не падает. Она там до сентября держится вот под 40, по 35. И даже к нам люди подходили, ну, типа, вы же якутяне с севера, как вы жару, ну, переносите? Мы тоже объясняем то, что нормально переносим, просто у нас тоже есть такая температура, просто она не такая долгая, там, поэтому... Не верят, скорее всего. Да, они все-таки думают, то, что у нас там снег постоянно там, и тому подобное. Ну, то есть прохладно имеется в виду. Мгм. Вот.
В общем, в городе Кировском есть градообразующее предприятие, называется шахта «Комсомольец Донбасса». Это очень большая шахта, одна из самых больших вообще вот в Европе, да. Там работают 5000 шахтеров, из них 1500 мобилизовались и уехали на фронт. Вот. Я как бы, ну я был в Нерюнгри, да, только там я и шахту там не видел. Первый раз просто увидел, и что такое шахты, что такое терриконы. Терриконы, знаешь, что такое? Вот, это, в общем, такое образование из горной породы, ну, то есть из земли. Оно получается как сток сена, только в разы больше. Оно очень высокое. Получается, это выработки из-под земли, когда осваивают, ну, да. Лишняя, скажем, порода, да? Так, Да. ага. И вот, и в основном обычно возле таких терриконов есть тоже водные отстойники, это называется вот как раз ставок. Ну, то есть вода тоже из шахты ее наружу Выкачивает. Да, выкачивают, и получается там такое ставок, короче. Озеро. Да, и таких вот, это же все-таки Донбасс, там очень много шахт, и, допустим, если даже посмотреть, да, с высоты какой-нибудь, смотришь, и там везде терриконы. Вообще вот до горизонта там везде. Во всех городах там шахтерство. Ну да, ну как бы это немножко... Да, там Ждановка. Там, Для нашего взгляда это что-то другое. Да, конечно, у нас-то природа вообще другая, да, там. Ага. Кстати, там леса тоже нету, там все поля и вот лесополосы как бы. Вот. Деревья. Где-то вот так стоят же, да, по-моему? Да, ну деревья очень высокие. Тут мы сейчас все говорим про природу, поэтому я хочу вам рассказать, там, как деревья очень высокие, там, до 9-го даже этажа доходят, ну вот тополя если брать. Вот. По поводу деревьев, да, вообще отдельная история. Вот в городе Кировском они в свое время, получается, в Советском Союзе насадили деревьев разных, да, там и каштан, там, и тополя. И поэтому сейчас очень красиво смотрится там. Очень массивные насаждения, и поэтому как-то для нас это тоже как-то непривычно. Да? У нас деревья маленькие же, и там у нас в основном лес, как бы, да. Вот. И У нас поэтому... зеленью вообще беда в Якутске, ну честно говоря. Ну да. У нас даже не деревья же, это тальник, это же сорняк. Ну практически да. Да. Вот, и поэтому, получается, там даже вот если смотришь, там, ну, можно смотреть на 30-25 километров, там прям очень, ну, открытые поля, поэтому, ну, да. так, ну. Ага. Вот. Ну и вот, как бы, про природу, вот, я вот это хотел сказать. Ну что ж, Ну что ж, потихоньку мы на этом, по-моему, заканчиваем. Такой на позитивной ноте чуть-чуть, да? На позитивной ноте чуть-чуть про природу Донбасса и все прочее. Пусть, как говорится, все будет хорошо. Султан, спасибо, что был сегодня гостем нашей передачи. Да, и у нас тоже такая добрая традиция есть. В конце вот на эту камеру, пожалуйста, пожелания для наших телезрителей. Уважаемые телезрители, я хочу вам пожелать всего хорошего, чтобы у вас все было хорошо, счастья, мирного неба и никогда не сомневайтесь, победа будет за нами. А я еще раз скажу, что у нас в гостях был Султан Заболотский, заместитель генерального директора Сахамедиа. Султан, спасибо тебе большое. Спасибо. Семен Тарбахов, Петр Цепандин, программа «Просто вкусно». Будьте здоровы, друзья. А мы что? Да, мы продолжаем кушать, нам нужно доесть, все-таки обед же.